Пришел тренер в нашу школу работать преподавателем физкультуры. И он начал потихоньку тренировать с этого момента. Сразу пришел, сразу начал тренировать. И меня, друзья позвали, там, старшеклассники позвали. Я почему бы нет, попробовать. И как бы дядя давал наставления. Я на тот момент занимался теннисом. Настольным теннисом, да. Дядя мне такую фразу сказал, типа, там, докопаются до тебя, как ты будешь отбиваться, там, ракетками своими, типа. Вот, типа, в такой манере сказал мне. Я, как бы переосмыслил и пошел на единоборство заниматься. Почему бы нет? Надо постоять за себя. Вот, именно в тайский бокс пошел. Сразу? Да. Иван? Круслан. Руслан. С тренером уже точно 10 лет мы уже рука об руку прям. С какого возраста? С 10 лет. С 10 лет? Да. Еще 23 как раз. На первый бой я не подготавливался именно просмотрами там. Вышел на узбека, думаю, накачу узбека. Потому что до этого наши казахи работали с узбеками. Думаю, и я смогу с узбеком проработать, почему нет. А на второй бой, на третий бой я уже начал просматривать бои соперников на этом же турнире, на чемпионате мира. Как они первые бои проводили, как вторые бои проводили. Немного тактически начал подбирать моменты, где соперник поджимает, где наоборот заднюю встает. Где-то тактически начал подбирать моменты. Тренера тоже как бы подсказывали, тоже с тренерами смотрели бои. Первый раунд, думаю, накатал, как бы спокойно, как и до этого, первые раунды. Все, ноги, клинч, все забирал, мне кажется. Такой переломный момент. А кто знал, тебя тренера подсказали? Конечно, с трибун свои кричали. Что кричали? Рус, давай, там, ты проигрываешь, что? Повернулся на них, смотрю, они, Рус, топи, давай. Тренера там, давай, Рус, другого шанса не будет, давай. Надо сейчас показать силу воли, характер свой. Продемонстрировал, конечно. Сам был немного так в шоке от себя, что... У тебя раззадорило то, что да. он ведет, да, пачка? Переломный момент такой, что я смог забрать этот момент. И второй, и третий раунд накатил прям. Облегчение было, я говорю, после этого? После третьего боя, да, в этом бою прям мне показалось. Соперник такой, неудобный был немного. Весь бой так на сумбуре прям, на высоком темпе прям был. Соперник не отставал от меня. И я потом начал во втором, на третьем раунде висеть на нем прям. Пер первым номером. Уже потому что назад не надо было отходить, свое забирать надо было. Есть, конечно, обязательно. Вот, должен, кроме тренера, больше никого не должен слушать. Как бы, так соперник, так спортсмен должен себя переосмысливать, что ты должен только тренера слушать. Такой ключевой момент, что тренер где-то, если у тебя не получается, где-то тренер может подсказать тебе. Обязательно тренера слушай в любом моменте. Либо ты можешь с другой стороны, даже там в другом углу, он тебе кричит, ты по-любому должен услышать там. Еще и должен как бы ответную реакцию ему дать. Показать, вот, что показать, я в курсе, да? Да. В теме, да? Там кивнуть, либо провести такую комбинацию, там удар провести, что, чтобы тренер видел, что ты работаешь. Не то, что он просто так говорит. У вас есть какие-то секретные словечки, там, свои сигналы, которые там, что ты включился, например, ударил там какой-то? Нет, такого нет. Там, как сказать, от тона ты начинаешь работать. Интонация там кто-то громко кричит, может, там, взрывается прям, топит за тебя прям во всю горло. Прям. Очень высокий соперник. Немного, как бы, где-то физических, может, данных не хватило мне. Так, высокий соперник. Где-то сразу отгибал голову, на клинч заходил. По физике, как бы, сильно, так сказать, не почувствовал его. Где-то скрутки получались работать. Но где-то он сразу начинал блокировать, перекрывать моменты.
не дал мне проработать. Понимаю. Тоже, скорее всего, смотрел мои поединки до этого, уже тактику подобрали. Где-то не дал мне проработать на 100% где-то какие-то моменты, свои моменты. Об этом. Я думал об этом, конечно, что я мог забрать чемпионат мира. Высокую планку себе поставили. Ну и не дотянули до этой планки. В зал с утра приезжаешь, и ты только вечером выезжаешь с этого зала. Бывают такие моменты, прям, когда плотно ты на сборы готовишься, например. Бывает, там детей тренируешь, сам тренируешься. И так целый день там в зале проводишь. Как бы в этом ничего плохого нету. Я как бы уже не первый год в таком режиме, например. Мне как бы самому нравится. Да, психологические моменты были такие переломные. Блин, Что как тебя бы. двигает в этот момент встать и пойти в зал? Что подталкивает тебя вперед? Как бы сам себя перенастраиваю, блин. Как говорится, на характере, на силе воли. Сам себя заставляешь. Если сам не можешь заставить себя, там, тренера где-то тебе пинка дадут где-то. Где-то есть люди, которые могут помогать. Но в первую очередь ты сам себе должен планку поставить, для чего ты стремишься, куда ты стремишься, цели поставить себе. И правильное направление, правильное русле идти потихоньку к этой цели. Вот сейчас поставил себе такую цель. На этом чемпионате мира получил лицензию на World Combat Games в 2023 году. Будем стремиться туда. Вот самая главная цель сейчас, дальнейшая цель — выступить на этом турнире, показать себя с лучшей стороны, в лучшей форме. Вот пока такие планы.